Христос воскресе! Приветствую вас, возлюбленные друзья! Спаситель наш Иисус Христос совершил при своей земной жизни множество великих чудес и знамений, которые показывали Его божественное достоинство. Совершает Он их и поныне, и своим ученикам, верным, тоже дал возможность эти чудеса совершать. А сегодня мы с вами поговорим о самом первом чуде Христовом, которое Он осуществил, когда ему было 30 лет, он начинал свое общественное служение. Апостол Иоанн Богослов специально подчеркивает, что с этого момента Господь положил начало чудесам, и уверовали в Него ученики Его. И это чудо доступно каждому из нас в своей повседневной жизни, потому что это чудо брака, это чудо семьи. Это был брак в Кане Галилейской, это небольшой город, куда был приглашен Иисус с его матерью и его учениками. И брачные торжества у евреев того времени продолжались до 7 дней. И семья, очевидно, была небогатая, у них закончилось вино. И тогда Господь по просьбе своей матери, Пресвятой Девы Богородицы, велит им наполнить водоносы водой, а потом велит почерпнуть, нести распорядителю пира, и оказывается, что вина превратилась в вино, причем вино превосходное. Это чудо действительно очень символично является первым, потому что изначально первое чудо в отношении человека Бог сотворил еще при сотворении мира. И сотворил Бог человека, мужчину и женщину создал их. И вот здесь нам и открывается с вами тайна божественной любви, потому что и мужчина – это человек в полноте своей, и женщина – это человек в полноте своей. Мы совершенно одинаковы по своей природе, и вместе с тем мы совершенно различны. Как иногда шутят, говорят, что мы существа с разных планет. Поэтому нам так тяжело иногда друг друга понять. Мы не можем друг с другом, нам тяжело от этого непонимания, но мы не можем и друг без друга. Нас тянет друг к другу. И вот это взаимное притяжение, это и есть любовь. Это то первичное чудо, которое Бог дал людям. Нехорошо быть человеку одному, и оставит человек отца и мать, прилепится к жене своей, и будут двое в плоть едину. Великие, глубокие библейские слова, которые открывают нам тайну брака. Да будут двое в плоть едину. Муж и жена не являются родственниками, не являются тем более партнерами, союзниками, любовниками. Они являются плотью единой. То есть они должны достигнуть такой же близости, такого же родства, такого же нерасторжимого единства, как мы ощущаем с любой частью своего тела, с рукой, с ногой, с органами своими внутренними. Не может даже быть речи у человека о том, чтобы он, например, поссорился со своим ухом, развелся со своей рукой, отомстил своей ноге. Даже если она заболевает, мы ее до последнего момента лечим, бережем. И только уж совсем, если загнила и угрожает жизнью всему организму, тогда уже как раннее средство используется ампутация. Также и брак. Он изначально Богом задуман как нерасторжимый. Когда Иисуса Христа спрашивают фарисеи о том, по всякой ли причине можно разводиться со своей женой, вот, дескать, Моисей дал такое правило, что если уж разводишься, дай тогда письмо, и таким образом разводись, не как попало, а, можно сказать, официально. Господь говорит, что изначально ведь Бог так не сотворил. Бог сотворил человека, мужчину и женщину сотворил их. Посмотрите, какая здесь тонкость в этой фразе. И сотворил Бог человека, то есть одного человека, одну природу. Мужчину и женщину сотворил их, одна природа в двух лицах. В этом, кстати, толкователи, святые отцы видят прикровенное указание на троичность самого Бога. Бог един по природе и троичен в лицах. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем пребывает. И также Он нам дает семью, возможность любить друг друга, вступать в брак и рождать детей, потому что тем самым мы с вами приобщаемся, то есть входим в эту тайну троической божественной любви. Мать, отец и ребенок, как продолжение рода, то
есть такая простейшая модель семьи, единая природа человеческая и вместе с тем разные лица. И вот ища понимание друг с другом, ощущая потребность друг в друге, стремясь друг к другу, с радостью, спеша домой для встречи с друг другом, ощущая вот это кровное единство, как выразился один философ, богослов, сладость единоплотия, сладость единоплотия, когда ты целуешь, ласкаешь своего ребенка, обнимаешь свою жену, держишь за руку мужа, если речь идет о жене, ты ощущаешь вот эту сладость единоплотия, то есть мы действительно не просто повстречались, разошлись, мы одно целое. Поэтому, конечно, церковь не допускает разводов, порицает сожительство, не считает тяжелым грехом и блуд, и измену. В целом это все называется блудом, то есть блуждание ума, когда человек не знает истинной любви и ищет себе в браке не служение, а ищет себе удовольствие. Поэтому, естественно, никакой человек его не может удовлетворить. Он получает от новой встречи, от нового партнера, так сказать, в кавычках, удовольствие. Оно быстро иссякает, оно быстро вырождается. Если там нет установки на вечную любовь, на божественную. И поэтому он как бы идет дальше, и тогда и так до бесконечности. И наступает момент, приходилось об этом слышать, признание людей, о том, что душа выгорает, выжигается, что человек утрачивает способность даже вот этой самой простой первичной любви. Иногда от молодых людей слышу о том, что да есть ли она вообще любовь, то уже 18 лет человек говорит, что я не верю в любовь. Потому что душа, она как скотч. Она вот, знаете, скотч приклеил, отклеил. Первый раз он клеится хорошо, но если ты сделаешь 3, 5, 10 раз, то он уже вовсе перестанет клеиться. И также и человеческая любовь. Господь дает нам возможность настоящей, чистой, целомудренной любви один раз. Конечно, покаянием, как говорил Симеон Новый Богослов, можно вернуть себе и утраченную девственность. Но сколько лет, иногда десятков, приходится плакать, оплакивать свои блудные похождения, и сколько приходится в этом каяться, чтобы восстановить себе вот эту детскую чистоту души. Помню, один человек на конференции, где обсуждались вопросы целостности семьи, услышав высказывание священника о том, что вот Бог сотворил брак, он так поддержал горячо во всеуслышание, а там было много людей, это был совет отцов республиканский, было много людей, он во всеуслышание поддержал, он говорит, все понятно. Вот из этой только фразы, что Бог сотворил семью, все понятно, то есть в нем не надо искать спасение в Боге, потому что сегодня пытаются семью спасти психологи, социальные работники, юристы, уж смешно сказать, но и экономисты пытаются спасти. С подачи высших властей выделяются разные пособия, субсидии и так далее. И потому что по заблуждению, по ошибке люди думают, что проблемы семьи, они кроются в экономической сфере. Дескать, дай больше денег, и тогда и браки будут крепче, и семье, и детей будет рождаться больше. Нет, великая ошибка. Великая ошибка. Я бы даже решился сказать, что наоборот. Чем больше вот этих соблазнов, чем больше сребролюбия, чем больше у людей ощущения вот этой ложной свободы, которую дают деньги, тем меньше у них настроенности искать любви внутри себя. И я бы очень хотел, я верю в это, то, что сегодня, как бы подсушивая свои экономические потребности вот через эту ситуацию, которая в нашей стране и в мире создалась, через экономический спад, мы, может быть, вернемся к настоящему. Слишком много у нас было погони за внешним, за блестящим, за сладким, за, в том числе, мы знаем с вами, в каком состоянии сейчас находится семья, да, у нас на 100 браков порядка 70 разводов в стране, и рождаемость у нас ниже уровня даже простого воспроизводства, уже не говоря о каком-то приросте народа. Хотя уровень благосостояния, уровень доходов, он выше, чем практически за всю предыдущую историю нашей страны. То есть деньги, конечно, проблемы семьи решают. Рождение детей – это великий дар, великий подарок Бога нам, простым смертным людям, потому что, рождая ребенка, мы творим новую личность. Мы в каком-то смысле, довольно тесном смысле, мы уподобляемся самому Богу. Потому что Он сотворил человека из небытия, Он вложил в него свой образ,
И мы, муж и жена, вступая в брак, мы любим друг друга, и эту любовь мы выражаем в детях. Дети являются продолжением этой любви, дети являются плодом любви. Это, кстати, важно понять, подчеркнуть, что дети не являются конечной целью брака. Иногда говорят о том, что цель брака – это только лишь продолжение рода. Конечно, это будет неправильно. Почему? Потому что бывает, скажем, семьи без детей по разным причинам. Бывает, что есть сознательно, добровольно, редко, но бывает. Ну, допустим, семья святого Яна Кронштадтского. Бывает по физиологическим причинам, по состоянию здоровья. Но мы же не можем сказать, что эти семьи бессмысленны. Вот одна из семей, в которых я лично созерцал, может быть, один из самых, так сказать, вот благодатных оазисов любви, куда хочется идти, где хочется присутствовать, куда хочется спешить в гости, где можно сидеть часами, разговаривать, пить чай, обсуждать разные темы. И это не болтовня, это не натужное перебирание слов там, о политике, о финансах или о чем. Действительно глубокая, серьезная беседа о музыке, об искусстве, о вере, о любви, о книгах там, и так далее. Вот в этой семье нет детей, потому что в этой семье люди по состоянию здоровья такой возможности лишены. Но оттуда всегда, вот в этой семье побывав в гостях, я всегда выхожу, как вот как говорят пожилые люди, как на крыльях, потому что ты видишь эту любовь, и она тебя вдохновляет. Ты оттуда идешь и думаешь, надо же, вот тут человек не имеет возможности сам своими ногами ходить, а такая там не живет любовь. Да какие уж там наши проблемы, знаете, вот все повседневные проблемы, задачи, заботы, они кажутся действительно не проблемами, а задачами. Все решаемо, все можно преодолеть. Кстати, слово «семья», напомню, оно происходит от понятия «семя», от евангельского понятия, мы с вами уже разбирали, что пшеничное зерно, если не умрет, то не даст никакого плода. И когда умрет, даст большой плод. И также человек в семье как бы символически умирает для себя, для своего «я», преодолевает свой эгоизм, жертвует, вот мать, рождая ребенка, она посвящает ему свои силы, здоровье, время, вступая в послушание мужу, все женщины об этом прекрасно знают, и хоть сегодня эмансипация и такая ложное главенство женщин, но подсознательно это все женщины знают о том, что Бог дал заповедь изначально Еве, о том, что к мужу влечение твоем господствует над тобой. И поэтому, когда женщина хочет построить отношения с мужчиной, она всегда демонстрирует ему. Ну, хотелось бы, чтобы это было не лицемерно, не временно, а это вот действительно переходило в настоящее состояние души. И только так может существовать настоящий брак. Она показывает ему как бы свою покорность, послушание, смирение, почтение такое, как главе. Потому что понимает, что мужчина от Бога поставлен главным. Ну и главенство мужчины, это, конечно, не должно быть деспотизмом, таким, знаете, самодурством, авторитетом, только лишь потому, что я мужчина, только поэтому я главный. Нет. Апостол Павел нам потом в своем послании к Ефесянам очень хорошо разъясняет. Тот отрывочек, кстати, читается на совершении таинства брака, очень хорошо разъясняет, что жена да повинуется мужу, как церковь повинуется Христу, а муж да заботится о жене, как Христос заботится о церкви. Тайна сия велика есть, говорит апостол, по отношению, он имеет в виду к Христу и церкви. То есть это величайшая тайна любви, которая открывается нам Богом. И вот мы познаем с вами эту тайну, тайну любви Бога к нам, в воплощении, в рождении, в распятии, в воскресении, в вознесении Иисуса Христа, мы познаем в первую очередь через семью. Потому что каждый из нас так Богом установлен. И очень хотелось бы, чтобы все вспомогательные репродуктивные технологии, полусатанинские, а иногда и откровенно сатанинские, чтобы не сошли на нет, чтобы никаких там искусственных маток, простите, суррогатного материнства, чтобы этого ничего не было. Чтобы анонимного донорского оплодотворения. Церковь все это порицает, потому что семья – это первичная такая ячейка любви. И ребенок должен твердо знать, что вот мой отец и вот моя мать. Они должны одновременно в идеале являться и биологическими, как говорят, и социальными. И ребенок, вот видя любовь между мамой и папой, он понимает, что он в мир-то пришел не случайно. Вот не просто так кто-то где-то повстречался в цепочке блудных похождений, и вот я так случайно появился. Нет, он должен понимать, что он есть плод любви. И он должен это видеть всю жизнь. Не до 7 лет, не до
14 лет, он всю жизнь должен видеть любовь между мамой и папой. И один молодой человек своим родителям, которые в браке прожили уже больше 40 лет, как-то поздравляя их с днем бракосочетания, он им сказал такие слова о том, что нам, то есть вашим детям, нам очень нужна, нам очень дорога ваша любовь, она продолжает нас воспитывать, она продолжает нас питать. То есть она дает нам силы, она дает нам вдохновение, она дает нам смелость творить, любить, верить. И родители слушали очень внимательно эти его слова, потому что они понимали свою ответственность. Они с благодарностью слушали, они понимали свою ответственность за то, чтобы свою любовь сохранить. Хотя им это было нелегко. Всякая семья, она всегда проходит через испытания, через трудности. Вот происходит это умирание человека, умирание, распятие в себе ветхого человека. Поэтому мы семью называем малой церковью. Семья – это малая церковь, где люди соединяются духовно. Кстати, известно, что человеку гораздо легче прийти к вере, он легко принимает в себя откровение о том, что Бог есть любовь, о том, что не есть грозный судья, о том, что он есть в первую очередь любовь, милующая, прощающая, спасающая, исцеляющая, когда он ведет любовь в своей семье, то есть в своих родителях, он должен ее созерцать. И тогда он и телесно, и физически здоровее. Мы знаем с вами, да, как часто бывает, что дети болеют, видя ссоры между родителями. Они болеют, потому что, как говорят врачи, это психосоматика. Для них нет более тяжелой травмы, для них нет более тяжелого удара, чем созерцать развод, разлад, ссору между родителями. Почему? Потому что ребенок понимает, что вот эта почва под ногами, это его право, это вот его путевка в мир, это право его прийти в мир, она на его глазах рушится, рассыпается, и он тогда задает, подсознательно, конечно, у него этот вопрос звучит: а для чего вы меня тогда вообще родили? А если нет любви, если вы сами на моих глазах ломаете эту любовь, а зачем тогда вообще жить? Ради денег, ради удовольствия, ради развлечений? Зачем? Вот. Семья, конечно, этой школы, я немножко упомянул, свобода, я раскрою эту мысль. Но свобода и не свобода одновременно. Семья, на самом деле, это высшая школа не свободы, потому что если ты жена или ты замужем, значит, ты бежишь в семью. Как рассказывала одна женщина, говорит: я так просила у Бога мужа, я так молилась, чтобы он у меня был. Вот. А потом, когда я получила желаемое, я вышла замуж, и я ему говорю: да я пошла, вот у меня сегодня с подружками встреча. Он говорит: нет, ты никуда не пойдешь. Вот. И она говорит: а разве я хотела такой свободы? Разве я хотела такой любви? А вот она и открывается, но здесь настоящее понимание свободы. Каждый из нас выбирает в жизни своего господина. Да? Свобода сам себе господин. Кто наш господин? Кто-то служит Богу, это высшая свобода. Кто-то служит государству, кто-то служит людям. Это тоже хорошее служение. А у кого-то его господином является свое «я хочу». Так вот, семья – это то место, где человек распинает вот это свое «я хочу» и учится жить интересами других людей, прежде всего членов своей семьи, и потом эту свою любовь, свое служение, свою жертвенность, готовность, допустим, нести воинский долг, готовность быть ученым, исследователем, готовность быть пилотом, космонавтом, государственным деятелем, врачом, учителем, он потом должен из семьи износить. И вот это и есть настоящая свобода. Мы потом к этой теме еще будем возвращаться. Господь говорит: познайте истину, и истина сделает вас свободными. Вот это познание истины нам открывается во Христе, что настоящая свобода – это на самом деле осознанное служение. Поэтому мы, когда друг друга называем рабами Божьими, говорим: раб Божий такой-то, раб Божий такой-то, мы и говорим, что ты на самом деле свободен, ты не хочешь ничего другого, ты всю свою жизнь посвятил Богу. Да будет воля Твоя, Господи, да будет воля Твоя. Нет у меня другого желания, как исполнять волю Твою. И вот эта свобода от своего «я», от своего эгоизма, от себялюбия, от своего вот это «я хочу», от этого мелкого господинчика, проклятого, противного внутри, который только и перебирает, чего бы он там еще новенького или кого бы там он еще новенького хочет. Вот это и есть настоящая свобода. Из этой свободы, на самом деле, называется она смирение, как вы догадались, может быть, уже. Называется она смирение. Из этого фундамента, из этой почвы, кстати, слово смирение в латинском языке называется humilitas, гумус, навоз, да, компост, грязь под ногами. То есть, когда человек вот так смирится,
из нее растут добродетели. В смирении растет любовь, мир, радость, долготерпение, благость, кротость, милосердие. Все добродетели растут из смирения. А все грехи, все страсти растут из гордости. Человек гордый, человек самолюбивый, человек, который думает о себе, неспособный там, ребенка выносить, родить, да, потратить для него несколько лет своей жизни. Как он может быть любящим? Там у него и тщеславие, и сластолюбие, и пьянство, и курение. Алкоголики вообще страшные эгоисты, понаблюдать. Вот. И погоня за деньгами, все страсти, они растут из этой гордости. Вспоминаю одну женщину, у нее муж был пьющим, и он и сейчас есть. Вот. Но вы знаете, она вот, сущее солнышко, такая вот сияющая. И я никогда бы не подумал, что вот у нее дома так. Потом, когда она как-то рассказала свою семейную историю, я понял, что вот она совершила победу. То есть она вот приняла свой крест, свой жизненный крест. И вот как бы не отвергла, не бросила своего мужа. А он по-прежнему пьет. Причем вот он доселе жив, и дочь у них растет, и она очень любит отца. Поэтому тот, кто говорит, что зачем жить с алкоголиком, там детей травмировать, это неправда все. Что детям важен отец, даже если он, скажем, выпивает. И она говорит, эта женщина, говорит, вы не представляете, какая раньше была скверная, сварливая там, и так далее. А мне даже сложно представить, что вот она была такая, потому что таких сияющих, таких улыбчивых, таких приветливых, таких любезных людей я видел очень мало. Вот, пожалуйста, человек, как свою семейную ситуацию может прийти в победу. Она обрела эту внутреннюю свободу. Свободу от зависти, жесткости, злости, надменности, властолюбия. Кстати, очень уродует женщин вот это властолюбие, когда женщина забывает о своей красоте. Настоящая красота – это смирение перед Богом. А начинается оно со смирения перед мужем, с послушанием. И она, знаете, вот это вот я сама все сама решаю. Вот. Это очень уродует, хочу вот сказать, особенно женщинам, которые сейчас слышат. Это очень некрасиво. Это очень некрасиво. Все женщины хотят красоты. И настоящая красота, нас учит апостол в своем послании, состоит в красоте кроткого и молчаливого духа, в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Вот. Еще в школе у нас ходила такая поговорка, один мальчик так немножко с юмором, немножко с издевкой это только ее произносил, но в ней очень глубокий смысл. Скромность только женщину украшает. Когда ему говорили, там, будь скромнее, он говорит, скромность только женщину украшает. Великие слова. Скромность очень украшает всякого человека, а особенно украшает женщин. И, кстати, мне бы хотелось об этом сказать, о том, что на самом деле крепость, прочность семьи, она ведь в большей степени зависит от женщины. Помните, там в книге «Бытия» рассказывается о том, как Господь поместил людей в райском саду, чтобы возделывать и хранить его. Вот опять же, две фразы, но они показывают нам разность человеческого призвания. Возделывать, то есть что-то новое осваивать, изобретать, там, раскапывать, строить. Это ведь призвание мужчин. Практически все ученые, большинство, подавляющее большинство ученых, и богословов, и в естественных науках, и гуманитарных, это мужчины, такие настоящие открыватели. Вот. Это не значит, что женщины чем-то хуже, просто у женщин другое призвание. Женщина, она биологически, она стремится больше хранить, беречь то, что уже создано. И вот в отношениях между мужчиной и женщиной мужчина тоже является активным началом. Да? То есть он берет, а женщина отдается. Он делает предложение, а женщина дает согласие или не дает это согласие. Но вот отношения сохранить, сберечь и создать вот то, что называется погода в доме, вот это делает женщина. Поэтому из тех вот этих горьких 70% разводов, я думаю, что вы можете понаблюдать и заметить, что 2/3, а то и больше, это по инициативе женщин. То есть женщина является хранительницей, но если она теряет свое общение с Богом, если она не молится, если она не верует истинно во Христа, если она не черпает из веры силу смирения, то она становится разрушительницей. Если кто-то эти слова
может быть, кому-то режут ножом сейчас по сердцу, потому что нам всегда хочется вину на кого-то свалить и сказать, да вот, да он же сам такой там и так далее. Вот. Но, дорогие женщины, вы составляете все-таки большинство тех, кто слушает сейчас, наверное, эту трансляцию, против народной мудрости уж точно никуда не пойдешь. Еще против Библии у кого-то поворачивается язык спорить, а против народной мудрости спорить очень сложно, потому что это вековая мудрость наших бабушек, мам, прабабушек и так далее. А говорит она следующее, что если муж дурит, то полдома сгорит, а если жена дурит, то весь дом сгорит. Поэтому не дурите, пожалуйста. Смиряйтесь сами и черпайте у Бога эту любовь, эту силу нести жизненный крест. Берегите свои семьи, своих мужей, своих детей и вдохновляйте их. Помню один еще замечательный, духовно сильный человек, писатель, который приезжал к нам в гости, Виктор Николаев, который сам прошел огонь и воду, медные трубы, и войну, и не раз смерти смотрел в лицо. Он вот, на встречах с молодежью, он говорил такую тоже замечательную, емкую и очень глубокую фразу. Он говорит, мальчики, парни, я обращаюсь к вам сейчас. А слушаю его внимательно, потому что это боевой офицер, и слово его было очень таким суровым и крепким. Он говорит, мальчики, послушайте, девочку надо беречь, ее надо защищать. По сути дела, это библейские слова, да, о том, что муж должен быть как Христос, который распинается за церковь, приносит себя в жертву за церковь. Вспоминаю 90-е годы, когда там мужчинам приходилось, да и сейчас многим приходится ехать там, на вахту, допустим, чтобы заработать деньги. Вот. Вспоминаю, как отцы тогда, вот, кто-то спивался, а кто-то вот хоть какую-то копеечку, хоть на чем-то, но зарабатывал, чтобы обеспечить семью. А не мог заработать, значит, там садился на мотоцикл, ехал в лес, там собирал ягоды, грибы, сажал картошку, там что-то обменивал, выменивал, ну, чтобы хоть как-то обеспечить семью. Вот оно призвание мужчины. Так вот, и Виктор Николаевич говорит, девочки, а теперь послушайте, что я вам скажу. Мужчину надо вдохновлять. Вот это точно. Потому что мужчина питается женским вдохновением, он ждет того, что ему, какую перспективу он покажет женщине. Если женщина ему говорит, ты там тряпка, трус, лентяй, бездельник, неудачник, он подсознательно, он стремится этому соответствовать. Ему очень больно. Одна женщина-психолог, много работавшая с разбитыми душами, она говорила о том, что вообще алкоголик в каком-то смысле очень часто это мужчина сломанной женщиной. То есть тот, которого топтали, заминали, не давали ему проявить инициативу, унижали и так далее. И вот эта вот боль от того, что не верит в него женщина, мать, учительница, там, жена и так далее, она в том числе может выразиться и в этом. А когда жена говорит, что ты у меня умный, там, ты у меня способный, ты у меня вот достоин быть начальником и так далее, решай сам, все встает на свои места. Все встает. Мужчина способен горы своротить. Горы своротить. Как-то раз доводилось наблюдать за одной такой сложной, запутанной семейной ссорой. И там спорили, как устроить одно дело. Одни говорили так, другие говорили так. И тут дошло уже просто вот до слез, до ругани. И, знаете, вот все встало на свои места, когда жена сказала мужу, так, ты у нас главный, вот давай, мы тут уже все запутались, ты решай, и как ты решишь, так и будет, а мы будем исполнять. Даже если это будет неправильно, ну, значит будет так. Решай, не неси ответственность. И все, он тут же деловито стал одеваться, там, класть ключи от машины в карман. И ему говорят, а что там? Так что, я поехал, вот, решать, заниматься. И, знаете, за час. Вся проблема, вся ситуация, за час уже все решено. Все, что надо было куплено, привезено, доставлено, поставлено. И время показало, кстати, что это было правильное решение. Время показало, что это было правильное решение. И напомню, что вся проблема решилась словами жены. Ты у нас главный, решай, как ты решишь, так и будешь. Вот это вот доверие, вот это вдохновение, которое женщина дарует мужу, оно на самом деле все расставляет по своим местам. Да. Рассказывала еще одна женщина, говорит, мне там надо было идти выступать на одно там важном совещании, я не знала, как правильно, какой вот подход правильно изложить. Я пошла к своему батюшке посоветоваться, а он говорит, ну, понимаешь, вот, ну, Бог так установил, что он больше разговаривает все-таки с мужчинами, с мужем, с твоим. Поэтому даже если он менее верующий, чем ты,
ты спроси у него. А Господь ему положит на душу те слова, которые надо. И она говорит, я пришла, спросила мужа, как надо тут поступить. И он мне сказал, сделай так, скажи так. Он говорит, с блеском все прошло. Вот и я тогда поняла, как надо слушаться мужа. Вот. Хочу еще зачитать выдержку из основ социальной концепции Русской Православной Церкви. Можно сегодня в продолжении нашей лекции найти в интернете этот документ «Основа социальной концепции Русской Православной Церкви». И раздел 10 «Вопросы личной, семейной, общественной нравственности». И вот зачитаю один абзац из него. Тут много есть хорошего, правильного. Да, практически вообще это документ. Он является каноническим документом нашей православной церкви. И надо руководствоваться. Семья, как домашняя церковь, есть единый организм, члены которого живут и строят свои отношения на основе закона любви. Чувствуете, да? Не закона там, юридического, не закона силы, не закона власти, не закона денег, закона любви. А любовь вообще выше закона. Это совершенный закон, как говорит апостол Павел. Немножко комментирую по ходу. И вникните в совершенный закон, закон любви, закон свободы. Опыт семейного общения научает человека преодолению греховного эгоизма и закладывает основы здоровой гражданственности. Именно в семье, как в школе благочестия, формируется и крепнет правильное отношение к ближним, а значит и к своему народу, к обществу в целом. Действительно, человек в строгости воспитанный, да, не вот в этой вседозволенности, этот вот «я хочу», да, многие сейчас воспитывают детей, говорят, ну вот как он хочет, так и поступать, не надо ничего препятствовать. Горькие плоды, очень горькие плоды потом вырастают из этого «я хочу». Поэтому даже помню, как-то одна женщина сказала, мудро, правильно сказала, говорит, вот если так вот на этом «я хочу» воспитывать ребенка, вот бедные будут те родители в старости, потому что он скажет, а я не хочу за вами ухаживать, не хочу вам помогать, я не хочу к вам ходить и так далее. Я хочу сейчас там ехать куда-нибудь там в командировку в Японию на полгода. Поэтому надо в детях вот это вот «я хочу» преобразовывать в «так надо». Точнее, а ты вот теперь еще и захоти так, как надо. Хоти того, что надо. Надо хотеть мыть посуду. Не хочешь, а ты захоти. Надо мыть. Захоти и будешь свободен. Запомните эту фразу. Тайна свободы. Живая преемственность поколений, начиная в семье, обретает свое продолжение в любви к предкам и отечеству, в чувстве сопричастности к истории. Поэтому столь опасно разрушение традиционных связей родителей с детьми, которому, к сожалению, во многом способствует уклад жизни современного общества. Ну, мы тут сами можем улыбнуться и сказать, ну уж современный это уклад на продолжении последнего месяца-двух, он, наоборот, всячески содействует общению родителей с детьми. Да? Лишь бы оно только было, опять же, не пустым, не выхолощенным, а духовным, молитвенным, благочестивым. Принижение социальной значимости материнства и отцовства, сравнительно с успехами мужчин и женщин в профессиональной области, приводит к тому, что дети начинают восприниматься как ненужная обуза. Оно также способствует отчуждению и развитию антагонизма между поколениями. Ну, уже не раз приходилось об этом говорить, повторюсь о том, что многие сейчас идут на аборты, на прерывание беременности, потому что говорят, как мы будем жить с детьми, там, а вдруг завтра кризис, там он сегодня уже начался, да еще тут эпидемия и так далее. Вот, сами лишают себя любви, сами лишают себя силы, и самое главное, лишают себя защиты Божией. Человек, нарушая заповедь, он как бы отталкивает руку Божию. Бог способен помочь. Я уже рассказывал вам историю, как Бог из самых глубин, из самых социальных низов способен человека вытащить, все проблемы способен решить. Даже когда врачи говорят, у вас мертвый ребенок, вот это замершая беременность в школу уже ходит. И таких случаев много. Может, не то, что какие-то экономические проблемы. Для Бога это все не проблема. Только веруй в Него. А когда ты идешь на аборт, ты убиваешь ребенка и убиваешь свою веру в Бога. И убиваешь, кстати, любовь супруга. Муж, если он послал жену на аборт, дал согласие, он не будет ее потом ценить, потому что она не сохранила, она в его глазах дискредитировала себя как хранительница. И он не будет потом помнить, что я же сам тебя послал, я же сам дал согласие. Он скажет, ну это же ты сделал. А жена, послушав вот в данном случае мужа, а в этой ситуации, вот это та ситуация сохранения беременности, когда надо Бога
слушать больше, чем человек, и даже больше, чем мужа. Вот она потом скажет: ну это ж ты меня не поддержал, ты меня не защитил и так далее. И она будет его, вот как бы, знаете, бояться и даже в каком-то смысле ненавидеть, потому что ты же мне принес эти страдания, физические страдания, вот сам момент вот этой потери ребенка. Одна женщина рассказывает, говорит: это сущий ад, я в аду побывала, когда это все пережила, никогда ни за что, хоть с 2 детьми на улице останусь, никогда больше на аборт не пойду. Вот ей было открыто, весь ужас этого греха был открыт в ту минуту. И душевные муки потом, спустя годы приходят. И женщина будет винить в них мужа своего. И вот любовь распадается. Есть, к сожалению, перед глазами такие семьи, там, где избавились от ребенка, который, наоборот, бы мог семью укрепить, возвысить, и семья распалась. И наоборот. Вот родили ребенка, или даже жена, бывает вопреки желанию мужа. Вот она рождает ребенка, а все созидается. Не забуду одного папу, который, вот, ну, знаете, я таких нежных пап, ну, по пальцам пересчитать, сколько мог видеть. Он так нежно вот этот тряс в руках комочек, держал одеялко, в котором зовет малыш, но с таким умилением он туда заглядывал и сюсюкал, вот, и смотрел, как там ребеночек лежит, вот, и поворачиваясь потом от этого свертка, он, как говорится, яростно спорил с тем, что вот следующий ребенок рожден не будет, я против этого. Вот. Но меня больше всего поразило в том, что, оказывается, он по отношению вот этого ребенка, которого он сейчас держит на руках, он год назад говорил точно то же самое. Потому что ни за что, никогда. Но жена родила, и посмотрите, какая в нем нежная отцовская любовь проснулась к этому маленькому человечку. Также здесь, женщины, не бойтесь. И в данном случае, когда надо сохранить жизнь детей, я знаю, что ваша душа, ваша совесть, она всегда подсказывает, что аборт – это грех. И не бойтесь даже мужа. И даже не бойтесь остаться одни, если муж угрожает. Скорее всего, эти угрозы не сбудутся. Но даже если сбудутся, уж лучше остаться с Богом, с чистой душой и с ребенком, нежели остаться в семье. Вы пытаетесь, может, удержать мужа, совершая аборт, да, думаю, а вдруг он уйдет и так далее. А на самом деле вы можете, вот как раз можете и ребенка потерять, и веру потерять, и душу свою разодрать, и мужа можете потерять. Он не будет вас ценить. Роль семьи в становлении личности исключительна. Ее не могут подменить иные социальные институты. Разрушение семейных связей неизбежно сопряжено с нарушением нормального развития детей и накладывает долгий, в известной мере неизгладимый отпечаток на всю их последующую жизнь. Мы об этом уже сегодня с вами сказали. Давайте еще раз подчеркнем, что, выясняя отношения друг с другом между мужем и женой, мы должны быть всегда исключительно деликатны. Вообще лучше этих ссор, конфликтов избегать. И в крайнем случае, если какие-то разговоры есть, чтобы они были не при детях. Дети не должны видеть между нами, между мужем и женой, не должны видеть разногласия. Они должны видеть, что муж и жена находятся в согласии, во взаимопонимании. И тогда у них все в душе идет правильно. А когда мама говорит одно, а папа говорит другое, мама проявляет мягкость, папа проявляет строгость, а папе это присущим Богом так вложено, это жесткость, требовательность. Вот. А мама вместо того, чтобы эту жесткость как бы поддержать, обеспечить, да, своей вот лаской сказать: ах, ты раз папу не слушаешься, там он тебя наказывает, а ты ко мне бежишь, значит, и ко мне тоже не подходи. И ребенок понимает, да, что если я не слушаюсь папу, значит, тогда и маминой любви не будет. Тогда все нормально, он идет и принимает от папы и выговоры, и должные там наказания, какие надо. И тогда все нормально. Он как бы вот в этом туннеле между мягкостью и строгостью идет его душа, идет его духовный рост. Поэтому, дорогие друзья, мы с вами ответственны за души наших детей, потому что мы их сотворили, мы из небытия вот, вызвали в бытие, привели в нашу жизнь вот эту новую личность, новое творение, нового ребенка, и мы ответственны за их радость, наша любовь, потому что мама и папа больше всего им дает радость. И мы должны привести к вере, ребенок придет к вере, если он эту веру видит искреннюю, не лицемерную, не конфликтную, он видит в своей семье. И мы ответственны за то, чтобы он пришел к Богу, чтобы он пришел к Богу, чтобы он увидел Бога в нас, в наших отношениях, он пришел к нам. И вот об этом мы сейчас скажем. Последний как бы раздел сегодняшней нашей беседы, она получилась такая пространная, я думал, будет покороче, но тема семьи – это тема любви, о любви можно говорить бесконечно. Вот, поэтому уста глаголют от избытка сердца. От избытка сердца глаголют уста, и я не останавливаюсь, я чувствую, что вы слушаете со вниманием, и очень надеюсь, что эти слова сегодня тоже принесут
добрый плод в вашей жизни. Так вот, церковь брак осветила. Хотя были споры. Были споры, многие говорили о том, что брак это что-то вот нечистое, что это скверно, что это плотское удовольствие, что это кто-то говорил, что даже люди уподобляются скотам и так далее. И церковь, вот здесь в основах социальной концепции подробно изложено о том, что вот эти все попытки церковь осудила, и она брак считает святым. Помните, да? Бог сотворил семью, и все. Вот этими тремя словами на самом деле вся тайна семьи раскрывается. Со всеми своими вопросами, недоумениями, сложностями, трудностями. Обращайтесь к Богу. Он создатель семьи. Он знает, в чем настоящее призвание мужчины. Мужчина, молись. Иди, ходи к Богу, читай Библию. Тебе Господь вразумит, каким ты должен быть мужем, отцом, братом, сыном, племянником, дядей и так далее. Жена, молись Богу, тебе Господь сам на сердце, на совесть положит правильные мысли, какой ты должна быть женой, матерью, соседкой, сестрой, племянницей, внучкой и так далее. Все семейные отношения, не только между мужем и женой, вообще все семейные отношения, все в Боге есть. Читай, ищи ответы. Начались какие-то проблемы. Так, сколько сейчас книг, все разъяснено. И со священником посоветоваться можно, и таинство у нас есть, которое освящает. И 7-е таинство, которое освящает брак, это последнее таинство церкви, которое было оформлено осознанно именно как таинство. Изначально брак, об этом говорит и апостол, об этом говорили апостольские мужи, брак должен быть о Господе, о Господе. Не для похоти, да, и не только лишь для рождения. Брак должен быть о Господе. Изначально брак заключался через Евхаристию, то есть люди вместе причащались, объявляли о своем намерении вступить в брак, вот, и от общей чаши они получали благословение епископа, и это и было и освящение брака. Вообще, кстати, все таинства, они так или иначе вращаются вокруг чаши, вокруг Евхаристии, вокруг тела и крови Христова. Но потом, спустя уже много веков, примерно там в веке в X, брак выделился и оформился как отдельное таинство, были тому свои причины, и он как бы разошелся с Евхаристией, то есть он, строго говоря, уже все не связан, и это очень неправильно. Поэтому, кстати, венчане сегодня иногда не приносят тех плодов, потому что люди как бы хотят вот прийти, красиво повенчаться, пофотографироваться и уйти. Думаю, что это все проблемы решатся. А если не будет покаяния, если не будет постоянной аскетической работы над собой, то, естественно, это все распадется. Так вот, в сегодняшнем Евангелии мы с вами видим поучение о Евхаристии. То есть Господь притворяет воду в вино. И муж и жена на таинстве венчания, они пьют эту чашу вина. В идеале это должна быть евхаристическая чаша, которую они пьют перед таинством венчания. Но на самом таинстве они тоже вкушают символически вино, оно одновременно и сладкое, и терпкое, горьковатое. Также и семья, любовь. В ней есть и наслаждение, любовь, и боль, и жертва, и служение, любовь. Вот. И вот толкователи говорят о том, что Господь притворил в воду вино. Он показывает, что пресную воду вот этого светского брака он притворяет в сладкое, пьянящее вино брака о Господе. И вот мы здесь с вами подходим к величайшей тайне брака, о том, что его смысл лежит за пределами самого брака. Вообще смысл любого действия, настоящий смысл лежит за пределами его. Смысл поездки за пределами поездки. Смысл стройки, потом ты в этом доме будешь жить. Смысл жизни, естественно, за пределами жизни, в загробной жизни раскрывается настоящий. И поэтому и смысл брака не находится только лишь в самом браке. Как бы вам не было хорошо, как бы вы ни наслаждались друг другом, какие бы у вас ни были умные, прекрасные, красивые дети, какой бы вы ни выстроили там надежный и изумительный дом, но это все закончится. Потому что земная жизнь, она все равно конечна, тленна, приходящая. А вот любовь, она не тленна. Да? Останется только любовь. Сии пребывают вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Любовь перейдет за пределы жизни. И вот тут мы и находим, в сегодняшнем евангельском чтении, мы находим эту тайну брака о том, что семья – это школа любви. Не конечное место любви, да, как сегодня говорят, семья – это высшая ценность. Да, семья – это самое дорогое, что есть на земле. А мы говорим, церковь, многие, наверное, осуждают за эти слова, но она говорит, нет,
Высшая ценность – это Бог. Высшая ценность – это любовь, которая связывает человека с Богом. Высшая ценность – это любовь, которая тебя связывает с другими людьми. А семья – это очень важно, это прекрасно, это Богом создано, но это все-таки школа любви. Поэтому мы говорили с вами, что семья – это малая церковь, а церковь, закончите фразу, это правильно. А церковь – это большая семья. Церковь – это большая семья. Вот. И человек в семье, преодолевая свой эгоизм, он должен преодолеть и семейный эгоизм, потому что такое понятие тоже есть. Семейный эгоизм. Ну, мы знаем это, да? Пригласить родственников, там, это наши, это родные, а это чужие, там, мы правы своих можно защитить, там, оправдать в суде, допустим, еще что-то, да? А так быть не должно. Человек должен как бы любовь обретать через родителей. Да, кстати, Христос ведь тоже родился в семье. Да? Пускай у него отец был биологически не родной, но он ведь был как защитник, как наставник в том числе и в ремесле. И мать у него была, да, которая его воспитывала. Он находился в послушании у родителей, об этом специально говорится в Евангелии. Вот. И сводные братья и сестры, то есть дети Иосифа от первого брака были. Но как потом замечательно говорит Христос. Когда ему говорят, вот твои мать и братья рядышком здесь стоят. Он говорит, кто мне мать и братья? Кто исполняет волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь. Это он их не унизил, он их не отверг, тут надо правильно понять. Он сказал о том, что духовные отношения выше, чем плотские. И вот в сегодняшнем Евангелии вот эта фраза Христа, что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой. То есть, когда мать его как бы на правах матери просит, Христос подчеркивает, что вот моя теперь любовь, которая в семье выросла, да, и мое твое почтение к тебе как матери, оно теперь должно уже перейти в другое качество. Я должен служить людям, я должен исполнять волю Отца моего Небесного. Я должен находиться там, где в доме Отца моего мне подобает быть. Да? Ревность о доме Твоем снедает меня. Вот, исполнять волю Божию. Это для нас, для всех общее правило. Исполнять волю Божию прежде всего. Потом эти слова, кстати, Христос скажет на кресте, это не унизительные слова, наоборот, это слова заботы. Жена, се сын твой, се мать твоя, скажет и ученику Иоанну Богослову. Как бы поручит их, да, то есть, опять же, духовные отношения, ученичество, они переходят как бы в подобие отношений вот сыновних, материнских. И нам предание священное говорит о том, что вот эта семья на браке, который был Христос, она ведь не состоялась как семья. Ну, тут нет точных сведений, но вот житие святого апостола Симона Зелота об этом говорит, то, что он был тем женихом, к которому пришел Христос, и он оставил невесту свою, дом свой. Мы не знаем почему. Может быть, и невеста, может быть, тоже стала ученицей Христова. А может, она, наоборот, мечтала только лишь вот о наслаждении, там, только лишь о детях, только лишь о доме, только лишь о там, богатстве и так далее. А он увидел эту любовь Христову и пошел за ним. И участь его, как и всех других апостолов, она была трагичной. Ну, по нашим понятиям трагичной. Конечно, это была победа. Он окончил жизнь мученически. И это было торжество жизни над смертью, то есть он не убоялся этой кончины, и сегодня сияет, как и все святые в Царстве Христовом, и нашим молитвам внимает и возносит их к Господу. Вот так сегодняшнее Евангелие, дорогие братья и сестры, говорит нам о ценности семьи, о ее богоустановленности, о той драгоценности, которую нам дает брак, о той радости, которую нам и ответственности, которую нам дает с вами воспитание детей, о том, что воспитание детей – это святое дело, это Божье дело, и мы к нему должны относиться как к Божьему делу, не как только лишь к своей прерогативе, а, как святитель Феофан Затворник говорил, самое святое дело из всех святых – это воспитание детей. Вот. И мы сейчас, имея возможность много быть, общаться с своими детьми, мы должны действительно горячо молиться Господу: Господи, вразуми меня, как мне правильно их воспитывать, не баловать, как мне учить их истинной вере. Мы должны уделять этому большое внимание, прочитайте с ними сегодняшнее Евангелие, поговорите о браке, о семье, чтобы они потом не понесло их в порнографию, простите, там, в какие-то сожительства и так далее. Пока маленькие уже, надо им это объяснять. Давайте покажем им, конечно, и крепость наших семей, и любовь, и взаимопонимание, и ответственность друг за друга, и готовность нести тяготы друг друга, когда супруги несут крест
несут крест. Да, семья – это крест. В семье есть медовый месяц, в семье есть много радости, но большей частью это ежедневный большой труд над собой. Это самораспятие, это самопожертвование. Но ведь семя, если не умрет, то не даст никакого плода. Вот. И мы, распиная свою душу в христианской жизни, в том числе в наших малых церквях, в наших домах, мы обретаем настоящую, чистую, светлую, Христовую любовь. Пусть Господь поможет нам, дорогие мои, поможет нам вкусить, ощутить, почувствовать эту небесную любовь, наполнить, укрепить, сохранить, преобразить наши семьи, чтобы это была не пресная вода, невкусная, бесцветная, чтобы это было сладкое, пьянящее, терпкое и веселящее вино, образно, конечно, выражаясь, брака о Господе. И чтобы наша любовь не замыкалась только лишь вот в наших отношениях из 3, 4, 5 человек, но чтобы мы этой любовью наполнялись, как зерна в наших семьях, и мы ее несли. Несли этому миру, потому что мир, наш мир, очень нуждается в любви. Он очень нуждается в служителях, он очень нуждается в проповедниках, он очень нуждается в безмездниках, то есть во врачах, не требующих вознаграждения, он очень нуждается в альтруистах, он очень нуждается в тружениках, он очень нуждается в исследователях, он очень нуждается в благотворителях, он очень нуждается в преподавателях, наставниках, учителях, он очень нуждается. Такие люди нужны. Давайте наши семьи сделаем училищем такой любви для себя, для наших детей. И пусть Господь прославится в нас и в наших семьях тоже. Господь да будет с вами.